Коллектив Ленского речного порта опасается повторения прошлогодней ситуации, когда низкий уровень воды помешал выполнению планов перевозки и обработки грузов. В этом году уровни воды не настолько критичные, однако не позволяет загружать суда на 100%. Сегодняшние показатели работы порта в сюжете Олеси Васевой. Тоскливо смотрится в разгар навигационной страды неработающий экран речного порта. Вроде логистическая схема отработана годами, но в каждую навигацию бывают периоды такого затишья. Простой техники, если это не форс-мажор, как всегда вызваны одной причиной – неритмичным подходом флота. Вот и работа строится по принципу «то пусто, то густо». Нам бы хотелось, конечно, чтобы ритмично поступали суда с грузом, но пока не получается. Они, значит, видимо, это связано и с проходом, значит, определенных мест. Где-то они скапливаются, где-то у них по времени они не успевают пройти. Вот те же самые щеки. Поэтому задержка судов на отделение сказывается и на работе порта. Кроме этой проблемы, начиная с прошлого года добавилась еще одна – мелководье реки, что для такой полноводной артерии, как Лена, большая редкость. Но, тем не менее, в последние годы участились случаи обмеления фарватера. И теперь каждый день навигационного периода начинается с трепетного ожидания сводки состояния уровня воды, который за последние сутки вновь упал. Уровни воды, вот в Усть-Куте у меня сводка есть, значит, в Усть-Куте у нас на выходе 150 сантиметров уровня воды, а здесь у нас в Ленске 213, то есть на 20 сантиметров за сутки, за нынешние сутки упала вода. Такие уровни воды в реке позволяют нагружать палубные баржи на 80%, а теплоходы СК и того меньше всего на 70%. Тем не менее, пока речпорт от плановых показателей не отстает. Переработано уже 75% грузов навигационного плана, что в перерасчете на тонны составляет 284 тысячи. Для переработки оставшегося небольшого объема грузов 2,5 месяцев до конца текущей навигации должно хватить слишком. Но специалисты речного порта, зная своенравный характер реки не понаслышке, не торопятся делать громкие заявления и лишь надеются, что погодные условия и обстановка на Лене не подведут.